по 3 на руку. В роли сотрудников ГИБДД сегодня волонтеры. Они останавливают автолюбителя, вручают маски, советуют не находиться в местах массового скопления людей и настоятельно рекомендуют надеть защитные аксессуары, не отъезжая. Только в Магасе решили раздать около 1000 медицинских масок. За миссию взялись волонтеры Победы, сотрудники Коммолодежи совместно с мэрией столицы. Большинство автолюбителей радует. Они сознательные и понимают, к чему приводит и может привести наивная безответственность. Средствами защиты пользоваться, да, вот Пользоваться, да. антисептик. Да. Вот у меня антисептик. Я в город поехал, купил канистру спирта. И вот я разбавил его и ездил. Приятное с полезным. Вместе с масками волонтеры Победы раздают еще и георгиевские ленточки. Свою 1000 получают инострановцы. Пока одни вручают средства защиты автолюбителям, другие ищут нарушителей самоизоляции, которые вышли из дома, да к тому же и без масок. Маски способ. Для маски сердца, побольше Благотворительная акция не оставила равнодушным никого. К примеру, этот автолюбитель, увидев волонтеров, специально развернулся, чтобы сказать спасибо и сделать коллективное дуа. Вопреки известной пословице «своя рубашка ближе к телу», людей разных интересов и профессий пандемия объединила желанием помочь. Волонтеры Победы, Юнармия, молодежные советы, мэрия Назрани, комитет по делам молодежи, в стороне никого. Всего же предстоит раздать около 10 000 медицинских масок. Благотворительная акция инициирована по поручению главы Ингушетии. Мы знаем, что указ у нас вышел о том, что с 1 мая все люди, которые не находятся дома, все люди, которые по какой-то необходимости вышли на улицу, они обязаны соблюдать меры предосторожности, то есть использовать средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и так далее. Мы раздаем эти маски, людей на улице сейчас, алхамдулилlah, не так много, то есть люди все-таки как-то пришли к тому, что нужно как-то себя ограничивать в передвижениях. Главный тренд этой весны – черные маски, но не стоит забывать, что это не новомодные аксессуары, а средства защиты. Все, кто выходит из дома, должен быть в полном обмундировании. Перчатки, маска, темные очки. Так выглядит безопасный поход в магазин, в аптеку и на работу. Причем солнцезащитный аксессуар выполняет сразу 2 полезные функции в борьбе с вирусом. Плотно прижимают маску к носу и защищают глаза от прямого попадания частиц. Полная боевая готовность. Функция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Прежде всего, маски нужны тем, кто уже заболел. Они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Человек может не знать о том, что он болен, поэтому желательно подстраховаться и надевать медицинскую маску для защиты себя, для защиты окружающих, для защиты себя также от дозы микроорганизмов, которые проникают в дыхательные пути, также зависит тяжесть течения заболевания. Хотя бы частично, если сократить количество проникаемых микроорганизмов, это также улучшает ситуацию. Закрывать нос и рот следует и здоровым людям. Чем больше людей будет их носить, тем лучше, говорят специалисты. Сегодня маски есть на любой вкус и цвет. Правда, эффективность тоже разная. Существует такая респираторная маска со встроенным респиратором, медицинская одноразовая маска и самодельные такие тоже из подручных материалов маски. Какие из них более эффективны? Более эффективная, самая эффективная маска – это с респиратором. Срок ее службы до 8 часов. Одноразовая медицинская маска может использоваться не более 3 часов. Ну, все одноразовые маски также могут использоваться не более 3 часов.
Многоразовая маска, которая изготавливается дома, может использоваться также 3 часа. Необходимо заранее подготовить несколько масок, чтобы вам хватило в течение дня, чтобы можно было их менять. Не чихать на свое и на чужое здоровье. Максимально сократить общение. Не появляться на улице без крайней необходимости. Не ходить в гости. Соблюдать дистанцию в магазинах и носить маски. Простые правила, способные защитить нас от коварного вируса. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов. Новости 24.